Добрый вечер, уважаемые телезрители. С вами Зелимхан Багаев, студия «Вечерний чай». И сегодня у нас очень интересный гость. Я уверен, я убежден, что вы не сможете оторваться от экрана ваших телевизоров. Это Хизар Яхьяев, заведующий отдела природы и охраны объектов культурного наследия Аргунского историко-архитектурного и природного заповедника музея. Итак, добрый вечер, Хизар. Добрый вечер. Скажите, вот вы знаете, удивительное дело, у нас в связи с последними трагическими событиями, это конец 20 века, ну, может быть, начало где-то 21 века, выросло далеко за пределами республики целое поколение нашей молодежи, которые, может быть, не очень хорошо, а если откровенно говорить, то совсем не знают родную культуру, традиции, обычаи, в том числе все, что связано с рельефами, ландшафтами, историко-архитектурными памятниками на территории нашей республики. Вот давайте в качестве преамбулы нашего основного разговора вы расскажете нам историю создания Аргунского историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Какие земли входят? Какую роль они сыграли в становлении чеченского этноса? Какие памятники старины, архитектурные, может быть? Какие символы выбиты на этих священных и древних камнях? Итак, общая информация. Аргунский историко-архитектурный и природный музей-заповедник был образован в 1988 году. Изначально планировалось на территории Чечено-Ингушетии, в частности Чечни, Чеченской Республики, создать 3 заповедника. Это в Хойско-Макажойской котловине, второй в Аргунском ущелье и 3 в Хайбахской и Елхоройской котловине. Успели создать в Аргунском ущелье. 2 остальных не успели создать из-за развала СССР. Но потом земли и Хойско-Макажойской котловины, и Хайбахской, и Елхоройской включили в Аргунский музей-заповедник. И теперь Аргунский историко-архитектурный природный музей-заповедник включает в себя все наши горные районы. Некоторые полностью, некоторые частично. Это где-то около 230 тысяч гектаров земли. Недавно восстановленные Галанчевские, Чеберлоевские и Тумкалинский, Шаройский, Шатойский, Веденской, вот эти районы охватывает музей-заповедник. То есть они входят в этот Они состав? входят, да. А так у нас в госреестре памятников природного исторического наследия значится около 700 памятников. Скажи, белые пятна еще вот на территории тех земель, обществ, которые вы перечислили, они еще есть? Я просто не представляю, действительно, но начало 3-го тысячелетия, и вдруг мы произносим вообще это словосочетание «белые пятна». Белые пятна на территории музея-заповедника существовали до недавнего времени. Можно сказать, и сейчас они не полностью обследованы, некоторые участки, некоторые территории. Но вот в этом году мы закрыли вопрос в Галанчевском районе. Галанчевский район из-за известных нам 2 событий, эти 2 военные кампании, которые были с 2000 года, были не обследованы, не исследованы. Позапрошлом году Галанчевский район, Нашха в частности, и оттуда вот дальше соединили со старой дороги. Была проведена дорога и восстановлена старая Галанчевская дорога. И благодаря этому нам намного легче стало работать. У нас появилась такая возможность. Раньше, когда мы совершали экспедицию в Галанчевский район, нам приходилось где-то от бывшего хутора, от бывшего населенного пункта Мушичу идти пешком. Это получалось, где-то мы за 3-4 суток наматывали где-то около 50-60 километров. Это по горам, с рюкзаками за плечами, ночуя то в палатках, то в пещерах, было не очень просто, не очень легко, скажем так. Сейчас уже благодаря этой дороге, в этом году мы благодаря этой дороге побывали в обществе Эка, в Елхорое побывали в Мерже, Сечь, Эка, Вилах, Терхи. Вот эти бывшие населенные пункты, эти общества, что я перечислил, на этих обществах, на территориях этих обществ до нас не было исследователей. Последние 20-25 лет, так скажем.
Ну, еще Что меня и удивляет, я думаю, так же, как и наших телезрителей. Ну, еще в советские времена, это где-то 70-е годы, 75-е, 76-е, вот эти годы, там работали такие исследователи, как Кузьмин, Кузьминкова, ходил по этим местам, фотограф Пальмин, который сейчас в Санкт-Петербурге проживает. И вот благодаря этим людям, благодаря тем работам, что они тогда проделывали, у нас вот мы, допустим, интернет или где-нибудь в книжках находим старые фотографии этих мест и сразу же снаряжаем туда экспедиции. А так, как я сказал, в Госреестре памятников около 700 памятников исторического наследия. Ну, туда входят и памятники природы, такие как пещеры, водопады. В этом году, в частности, в Галанчевском районе... Вот это 2017 год, это да? 2017 год. Мы в Галанчевском районе выявили около 200 памятников исторического наследия, которые не значились в Госреестре. Сейчас на них готовится документация, проводятся технические работы. Мы там на местах, скажем так, полевые работы проделали. Это фотофиксация, GPS-привязка к местности, обмеры, замеры. Все это мы сделали, технические работы мы провели там. Вот сейчас уже готовится документация с целью дальнейшего включения этих памятников в реестр республики. То есть это предстоит вам сделать? Это предстоит сделать, да. А зимой чем вы занимаетесь? Тем же, что и летом. Можно сказать, чуть... Я почему-то поле вашей деятельности думал, только лишь летом открывается оперативный простор. А зимой, ну, в силу природных условий, вы как, на зимних квартирах находитесь? Да нет, зимой тоже мы совершаем экспедицию. При первом же удобном моменте, скажем так, вырываемся в горы. Например, 31 декабря 2016 года мы провели на горе Ердыкварт. Эта гора находится в системе горы Нашхлам, общество Нашха. Она знаменита тем, что впервые в истории Чечни на этой горе начал собираться совет старейшин страны Мехкал. Это высота 2214 метров. У Меликашвили есть статья, он описывает... Меликашвили — это исследователь? Это историк, публицист. У него есть статья на эту тему. И он описывает там языческий храм, который стоял на этой горе. Действительно, историки твердят, и я там уже 5-6 раз побывал на этой горе, там действительно сохранились следы этого строения. И еще на самой верхушке этой горы имеется 12 гротовых захоронений. На самой верхушке. Ясно, что жители ближайших сел не поднимали туда тела своих умерших с целью похоронить. Им это легче было сделать в горе Нашхлам. Например, в частности, в Чармахое есть так называемый Чармахойский гротовый могильник. Он у нас значится и в реестре. Легче было жителям близлежащих селений, нашхинцам, которые там проживали, похоронить своих людей в этих гротовых захоронениях, чем поднимать их туда наверх. Скорее всего, мое предположение, что там хоронили людей, которые непосредственно обслуживали этот языческий храм, которые жили там наверху, обслуживали этот храм. Вот такие интересные места. И к вашему вопросу, к добавлению еще. Побывали 31 декабря, как я уже сказал, на этой горе Ерткам. Стабильно уезжаем. Сейчас тоже не май месяц. Завтра, например, у нас планируется поездка в Шарой. 3 ноября мы ездили в Нашха, опять-таки снимали материал по этим старым захоронениям, по гротовым захоронениям, есть там захоронения христианского периода. Скажите, а это действительно, я был удивлен, и я вопрос как переадресую вам. Вот есть некие кладбища, где одна часть кладбища языческая, другая христианская и третья мусульманская уже. И они между собой ничем не разграничены. Да, действительно, есть такие кладбища на территории Галанчевского района, в частности, в нашем селении Моцарх. В топониме Сулейманова Ахмеда есть указано такое место Жаршк. По-чеченски это будет по-чеченски это Жаршк, а по-русски это будет крестам. И я, взяв эту топонимию, поинтересовался, зачитывая там эти данные, спрашивал у стариков.
все старики, которые родились там, к моменту выселения, которым было 20-30 лет, сейчас их нет уже, я у них спрашивал про это место, и они все указывали именно вот на это кладбище. Это, и все они как один голос указывали, что вот на месте, где стоит нынче Моцарой мечеть, стоял христианский храм. Это уже после того, как был разрушен языческий храм на горе Ердикварт, камни были перевезены в Моцарой, и уже там поставлен христианский храм. И вот, когда часть населения уже приняла ислам, христианство, начали хоронить на этом месте. И потом уже с появлением, опять-таки, мусульманства, они оставили. Вот на территории одного кладбища имеются надгробные стелы мусульманского периода, языческого периода. И вот стоят кресты, но уже с принятием ислама им обрубали эти плечики, но видно, что... Это был крест. Да, видно, что был крест. А селение Чармах не тронуто, целый крест стоит. Таких же крестов очень много на территории общества Пешха. В прошлом году мы тоже снимали про эту передачу. И очень много вот крестообразных стел с выбитыми крестами общества Эка. Очень много там таких тоже захоронений. А вот скажите, петроглифы, всевозможные символы, знаки, вы как-то это фиксируете, вы это сохраняете, солярные знаки, иные знаки какие-то, вы их пытаетесь расшифровать, и вообще к чему они относятся? Это может быть и язычество, это может быть и христианство, это может быть и... Или это универсальные какие-то символы? Некоторые символы являются универсальными, как для язычества, так и для христианства. Вот, например, в прошлом году в ходе нашей экспедиции общество, Елхоройское общество, это бывший населенный пункт Тирхи называется. Там мы обнаружили одну целую наскальную башню, несколько полуразрушенных и очень много гротовых захоронений. Точно так же вот эти гротовые захоронения все сделаны на одном каменном утесе, вокруг этого каменного утеса. И на самой верхушке стоит где-то 2 с чем-то метров, ну 2,5 метра, 2,45, по-моему, было, развалины святилища. И там очень четкий, в глубину выбитый он где-то на 3 сантиметра, 38 имеет по краям четко выбитый крест. Это не просто нацарапанный такой, четко выбитый крест. И рядом стоит так называемая звезда Давида, тоже выбитая. Известно, что вот та же самая так называемая звезда Давида и вот крест в языческий период были самыми распространенными символами. А петроглифы, солярные знаки, их мы везде находим, везде, на башнях. И в прошлом году, в 2016 году, в ноябре месяце, в том же Терхе мы впервые и пока единственные наскальные рисунки обнаружили. Это пещерные рисунки, сделаны с помощью краски, но очень такая стойкая краска. Ну, минимум, допустим, возраст вы как-то определяете? Мы можем только гадать, предполагать. Ну, пусть на уровне гипотезы, предположения. Точную датировку могут дать только экспертиза может дать. Скажите, а для экспертизы чего не хватает республике? Есть меценаты, которые берут на себя расходы, денежную сторону этого вопроса, которые берут на себя. На эти памятники, вот как гротовые могилы, там, они должны иметь свои паспорта. И только вот с имеющих паспортов этих таких исторических памятников можно брать материал исходный материал для исследования. Да. И вот просто в этом отношении нам абсолютно не помогают наши археологи. Не помогают. Не помогают. А один из вопросов у меня, кстати, а вот это направление, археология, как оно развивается, по крайней мере, на территории вашего заповедника? На территории нашего заповедника он вообще не развивается. Скажем так, мертвая зона. Вы это официально, вот перед камерами? Да, заявляю. Стыдно, братцы, стыдно.
У нас они пока работают на Алханкалинском городище и Притеречи где-то. А вот горы почему-то они не едут. Но единственное, вот недавно... Ну, может, есть какие-то преграды, препоны есть? Но к нашему большому стыду и к сожалению, вот элементарный пример я приведу. В прошлом году при восстановлении Беноевской башни, что в Нашха, когда мы разбирали эти камни, мы там обнаружили камень где-то около, длиной где-то сантиметров 40. И там были надписи. Археологов мы пригласили, они сказали, что это древнегрузинский алфавит, письмена, сделанные древнегрузинским алфавитом. Но уже год с лишним прошло, мы не знаем, что там написано, нету никаких данных про этот камень, про эти надписи. Точно такую же надпись я нашел еще в прошлом году, когда мы ходили в Окинское общество. Там есть такой склеп, называется он «Домик красавицы». Он стоит в бывшем селении Мозорга, что входит в общество Эка, на высокой горе. Он, можно сказать, целый вот в эту военную кампанию, я не знаю, кто-то сделал в кровлю этого склепа выстрел из гранатомета. И вот я про что хотел рассказать. Там вход, окошко, где заносили трупы. И рядом с окошком тоже есть вот такая же надпись, тоже, по всей вероятности, старогрузинский алфавит. Не обследуются кости, что лежат в гротовых захоронениях. Весной... Скажите, а кости что могут нам рассказать? Кости, благодаря костям, останкам этим человеческим, если провести анализ, мы могли бы установить точную дату захоронения, точную дату от людей. То есть общая чеченская история, она может вот какие-то границы, она может отодвинуться в одну сторону, в другую сторону. Значительно расширятся границы с проведением вот этих анализов. Вот это я и хотел узнать. Не только костей. Вот, например, в некоторых башнях, где мы побывали в этом году, сохранились даже деревянные эти балки, перегородки. Того времени. Да, того времени. Дубовые балки торчат. Вот в некоторых вот этих солнечных могильниках тоже сохранились эти балочные перекрытия. Можно определить дату постройки, дату захоронения. Можно было бы, не гадая, не предполагая, уже точно называть, тогда можно было бы дать. С Крыма приезжала очень такая солидная делегация. Хотя об этом подробнее. Руководителем у них был Геннадий Самохин, это человек с мировым именем, человек, спелеолог, человек, который спустился в самую глубокую пещеру в мире, он спустился на глубину 2194 метра. И вот с ним приезжал еще 11 человек, и я их водил в экспедицию в Голландский район. Мы побывали и на Чармхойском гротовом могильнике. Я поинтересовался, с ними были и археологи, были историки, были спелеологи, разные специалисты. И Геннадий Самохин мне сказал следующее. Такие гротовые захоронения имеются у вас, у них в Крыму, то есть у нас в Чечне, у них в Крыму и в Турции. И они датируются как минимум 2000 лет. Это его слова. С ними были специалисты. И еще он добавил, у вас тут лежит материал, лежат кости. По ним мы могли бы проводить анализы, устанавливать точные даты. У нас, говорит он, в Крыму, говорит, к сожалению, костей нету, говорит, материала нету. Он был удивлен, когда я сказал, что по этим костям, по этим гротовым захоронениям не проводится абсолютно никаких работ. Он был очень удивлен этому. Я думаю, что в том числе и наша передача может активировать вот этот процесс развития археологических работ именно в тех районах, о которых вы говорите. А ваше видение, Хизар, чего не хватает для того, чтобы у нас не хватает специалистов, у нас не хватает лабораторий, средств на приобретение лабораторий, допустим, того же самого анализа. Ведь это прежде всего это история всего народа, это и духовная, и материальная история, это просто история народа. Если бы нашлись бы люди, заинтересованные люди в этом вопросе, то средства, я думаю, тоже найдутся. Я уже сказал,
что есть, например, такие энтузиасты, такие вот люди, которые уже готовы. Сейчас я разговаривал со многими людьми, они готовы оплачивать вот эти анализы, которые будут проводиться на этих. То есть средства, в принципе, выделить могут? Могут, да. Ну, частные лица, они Понятно. готовы ради истории своего народа пожертвовать, ради обследования готовы пожертвовать этим. А вы можете сказать, вот рассказать о проекте «Неизвестная Чечня» и вообще о деятельности Русского географического общества? Ведь все-таки грань между вашей деятельностью, деятельностью географического общества и проект, вы все тесно между собой связаны. Нынешний наш директор заповедника, это Джабраилов Саид Амин, когда мы впервые пошли совместно в экспедицию, он еще не был нашим директором, он работал в университете, преподавал там географию. И вот идея создания научно-исследовательской экспедиции «Неизвестная Чечня» принадлежит ему, и он был первым его руководителем. Первым и до сих пор он является руководителем этой экспедиции. И вот этот проект был разработан ими совместно с нашим с региональным отделением Русского географического общества. Тогда, по-моему, сейчас там руководителем является Арсаев Рашид. Вот первые несколько, так скажем, экспедиций в горы мы действительно совершали вместе. Но сейчас, как правило, основным движущим ядром вот этой экспедиции является Аргунский музей-заповедник. С нами ходят горы-энтузиасты, ходят, каждым годом расширяется наша экспедиция. Желающих очень много побывать, походить по этим местам. Очень много людей интересуются. И меня радует, что в основном это молодые люди, живущие у нас. Вы там затронули в первом вопросе про людей, молодых людей, родившихся или же выросшихся за пределами республики. Да, действительно, очень интересуются, задают вопросы. У меня очень много подписчиков в Инстаграме, в Фейсбуке. Это люди, которые проживают в Европе или, ну, по-любому за пределами республики. И которым не безразлична наша история, наши памятники исторические, природные, живо интересуются. Слава Богу, совместно с ЧГТРК, с Грозным, у нас есть возможность снимать передачи, делаем передачи, с Садаева Раиса делаем передачи, про Галанчевский район, завтра собираемся с Шарой, такие вот дела. Скажите, а вот, например, молодые люди участвуют в каких-то реставрационных, восстановительных работах. Одно дело увидеть, одно дело услышать, и другое дело вот руками, вот своими ладонями, пальцами прикоснуться к вековой истории, к тысячелетней истории. Ну, к реставрационным, восстановительным работам со стороны людей не допустят. Там должны работать специалисты. К сожалению, у нас в республике и реставраторов нету. Если восстанавливается памятник, какой-нибудь исторический памятник, то это доверяется обычным каменщикам. Там должны работать очень грамотные реставраторы. Вот наши соседние республики, Ингушетия, недавно восстановили башню. Когда вот стены, где были трещины, приходилось разбирать, они ставили номера на каждом камне, снимали, записывали все это. И каждый камень клали обратно на свое место. Вот реставрационные вопросы должны... подход к восстановительным... Научный. Да, должен быть научный. Не просто человек, каменщик или хороший специалист, этого мало там. А со стороны привлекать, это вообще и говорить не стоит об этом. Вы знаете, Хизар, вот совсем недавно мы были все свидетелями, вся республика, какое внимание уделяет глава региона, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, вообще горным районам. Вот скажите, после того, как он обратил внимание вообще на развитие горных районов, вот у вас что-то изменилось? Глава республики Рамзан Ахматович Кадыров в прошлом году 2 раза приезжал в Галанчевский район, 2 раза побывал в Нашха,
И после того, как... Я же знаю, он призвал особое внимание, вот, допустим, Галанчожу уделить. Да, после его приезда, например, Пешхе, общество Пешхе, восстановили боевую башню, 25-метровую башню, красавица, с идеальными формами. После того, как он приехал туда, были восстановлены мечеть Мацарой по его призыву, по его указанию. Восстановлен комплекс Тистархои. Идут восстановительные работы в населенном пункте, бывшем населенном пункте Хилах, это тоже Нашха. Проложили дорогу до Галанчожи. И самое главное в этом вопросе, самое главное, что вот с обращением внимания главы республики Рамзана Ахмадовича Кадырова на горные районы появилась надежда на то, что люди поднимутся, заживут горы. А, кстати, плотность там какая население? Ведь действительно, ну и тут же второй вопрос возникает. Ну, люди, плотность будет расти, людей будет больше, больше и больше, а историко-архитектурным и природным памятникам не будет нанесен ущерб. Мы знаем, что не все одинаково трепетно относятся к обычному дереву, относятся к какой-нибудь древней постройке. Ну, во-первых, скажем, Загаланчевский район, это территория Галанчевского района 84,5 тысяч гектаров. Так. Он по своим размерам 2,7 раза превосходит Урус-Мартановский район, довольно-таки большой Урус-Мартановский район, а Галанчевский 2,7 раза больше, чем Галанчевский. И вот представьте себе, такая огромная территория лежит без пользы. Там не упасается скот, там не живут люди, то это пустуют земли. В прошлом году на территории Нашха подымали скотину, около 100 голов, бычков там были. Подымали скотину, отару овец 1500 и 300 бычков общество Пешха. Точно так же за Барайским перевалом общество Эрла тоже люди держат, коней держат, овец держат, отары овец. И потихоньку люди возвращаются в горы. Ну, естественно, где люди, где живность, там появляются, как вы сказали, совсем другие проблемы проявляются уже. Ну, с этими людьми, которые поднимаются, надо проводить работы, надо работать с этими людьми, чтобы бережно относились и к природе, и к историческим памятникам. Им сразу же дают знать, что эта территория охраняется законом, что это объекты исторического наследия республики, народа. Поэтому сразу предупреждаются, проводят с ними работы, посещаем. То есть просто переехать неправильно будет. Надо знать культуру жизни вот в таком природном заповеднике, историко-архитектурно. Пусть переезжают, пусть живут, пусть восстанавливают свое хозяйство, но вместе с тем они должны знать, что историческое наследие – это историческое наследие народа, республики, что к нему должно быть очень бережное отношение. Особое отношение должно быть, да. Вот на таких условиях. Изар, вы, говорят, прошли по руслу реки Фортанги. Нет, не по руслу реки Фортанги. Мы вдоль русла вы шли же. Не, мы шли по реке Гехинки, что берет, да, это Гехинка. Наверху две Гехинки. Одна берет начало в обществе Нашха, другая в Эхка. И вот по Гехинке, что течет Нашха, я давно ходил, много раз ходил. В этом году мы с товарищами были в экспедиции в Эхка. С целью нашей экспедиции было побывать на скальном комплексе, Итарклинский такой есть там комплекс, это башенный комплекс, он находится где-то на высоте где-то 100-150 метров от уровня, ну, дорога проходит внизу, тропинка маленькая. И это комплекс такой, он был встроен в скальную нишу, уникальнейший комплекс. Я понимаю, предки были искусственными каменщиками, возводили 20-25-метровые, удивляющие даже сегодня людей своей грациозностью, своей стройностью, боевые башни они возводили. Ну, это прямо с земли возводят боевую башню. И возводить на высоте 100-150 метров, на этих маленьких коридорчиках, строить скальные башни, там должны быть
я не знаю, что... Особое умение, Да, мастерство. это если верхушкой каменного зодчества, строительства чеченцев является боевые башни, то отдельное место занимают наскальные башни. По уровню своей сложности. Когда-то еще в советское время я слышал, что в общем, на чеченские территории приглашали грузинских мастеров, строителей вот этих башен, башенных комплексов. Вы тем, что сейчас сказали, вы это... То, что грузинских мастеров приглашали, я это от вас впервые слышу. А то, что на территории Грузии, стоящие до сих пор на грузинской территории башни, имеют... чеченское происхождение? Чеченское происхождение, в этом нет сомнения. У нас, у чеченцев, у самих были очень искусные мастера, каменщики, строители башен. Например, в Ирлойском обществе есть отдельно такой, ну, род такой, бавлой. Вот их считают, бавло, само название этого рода, говорят, произошло от того, что они строили башни, бавло оттуда. Ну, есть такое предположение. Вот то, что... Ну, наверное, это был один из советских мифов, которыми были окутаны, допустим, история народа Чечни была окутана. Разумеется, сейчас, когда делается новодел, как правило, делается это новодел из кенхийского камня. Оттуда привозят, и, как правило, строители дагестанского происхождения. Это особый тип камня? Нет, это, я бы не сказал, что он особый тип камня. Просто каменщики, которые делают сейчас эти башни, строят, реставрируют, это дагестанцы, которые проживают на нашей территории, на чеченской территории, это кенхи. Они привыкли работать со своим камнем. Они с детства видят этот камень, работают с этим камнем. Удивительно. И вот им привычнее работать с этим камнем, если будут даже башни строить или в Грозном, или же в Галанчоже. Раньше же... Я думал, камень это камень. Не, камень он... разный. Да, разный. Раньше же, например, в Галанчоже не строили башни, привозя на арбах камень с кенхи. Строили из местного камня. Из своего. Да. И башни имеют такую же, каждая свою особенность. Вот, например, если ехать по Мелхостинскому ущелью, там совсем другой камень, маленькие башни сложены из маленького камня, имеют темно-синий оттенок, совсем другой камень. Песчаник в одном месте, в другом месте вот речной камень. Башни тоже из подручного материала. Что есть, из того и строили везде. А вот мне, например, удивительно, только вы не удивляетесь моему непрофессионализму, но проходят столетия, башни стоят, и если бы не какое-то внешнее вмешательство, они бы, наверное, и стояли и в первозданном виде. А что это? Особый тип укладки камня или это особый раствор какой-то? Что... Вот какие секреты были мастерства, которые, допустим, может быть открыты сейчас, а может быть до сих пор остается загадкой, тайной? Ну, там тайн никаких нету, просто ходят всякие легенды. А хотя бы легенду, потому что, наверное, этот край, вот Галанчож, красивая легенда дорогого стоит. Даже название, допустим. Ну, представительство, камень, легенды вот такие, например. Прежде чем приступить к кладке камня, поливали вместе молоком, там всякие вот такие небылицы. Я в это не верю, например. Камень, вот любая башня, она на твердом основании воздвигнута. Если посмотреть эти старые постройки, везде тот солончак, он жестче, наверное, камня. Или же на каменном основании возводились. И вот недавно, весной, когда мы были там в экспедиции, вот, крымские специалисты сказали, что они взяли раствор оттуда, с башни, ну, посмотрели, и с ним был специалист по камням. Он говорит, что это гипс. Раствор добавлялся гипс. А гипсовых залежей на юго-западе Чечни у нас очень много. Можно сказать, там вот проходишь по ущелью, и вот некоторые горы вот такие белые. Я думал, что это известняк, но они сказали, что это гипс. И основание стен, ширина стен была широкая, 80, 75, 80, и боевые башни имели ширину стен до 100 сантиметров.
А что, действительно, боевая башня, можно было выдержать штурм, допустим, там, небольшой армии? Ну, действительно, отсидеться можно было, обороняться. Ну, по тем временам, да. И, кстати, может быть, вы нашли следы каких-нибудь воинов, завоевателей, каких-нибудь армий, которые были там? Вот вы просто говорите сейчас, Хизар, что там даже сейчас туда, ну, не очень легко добраться. А 1000 лет назад, 800 лет назад, 500 лет назад, 1500 лет назад. Ну вот Нашха, если взять Нашха и говорить за нее, я хотел бы сказать так. Я очень много читал, спрашивал у стариков. И вот за всю историю существования Нашха, там на территории Нашха ни разу не ступала нога врага. Да вы что? Да. Единственное, в 1865 году, 64-м или 65-м, я точно не помню, там с войском побывал Саадулла, бывший наиб Шамиля, Кундухов Муса, Осетин. Осетин, вот, да. Вот они побывали там, и Нашха было, говорят, сожжено в 1864 году. Это, говорят, единственный случай, когда на территории Нашха побывал неприятель, враг. И вот это надо увидеть своими глазами. Вот на территории Нашха очень мало было боевых башен. Точно так же боевых башен было мало и в Галанчоже. И это говорит о чем? Это говорит о том, что сами эти общества, горы, которые лежат вокруг, места, где расположены эти общества, сами являются естественными крепостями. Просто не было необходимости возводить лишний раз там боевые башни. Были там башни вот, для передачи сигналов, там очень много наскальных башен. Вот, например, нам были известны наскальные башни только башня Калинская, две Ушкалойские башни и Нихолойские, которые недавно восстановили. Это маленькая толика из разряда наскальных башен. Наскальные башни в основном находятся в Галанчевском районе. На территории Нашха 2 их, в Терхах 5 было. В Галанчоже есть такое местечко, Миндарюхи. Там 5 штук было наскальных башен, целый комплекс. Высота стены, фрагмент стены, там остался угол 16 метров, высота. Она строена в скальную нишу. И длина была 20 метров, на высоте 100 метров. Есть такой же уникальнейший комплекс, был и Эхке, это Итаркалинский. 6 башен недавно мы обследовали на территории Остхоевцев. Это Чеченская республика, Остхоймак, такие общества, как Тиеч, Эхт, Мерджи. Но эти территории сейчас у нас спорные. А вот я, кстати, и хотел от всего, что вы говорите, перейти к тому, вот мы упоминаем соседние республики, прямо или косвенно, ну, 2 братских народа, чеченцы и ингуши, 2 братские республики, и я узнаю, что у нас есть спорные территории. Вы можете об этом подробнее мне, нашим телезрителям рассказать, что вообще такого произошло, и, надеюсь, не будет омрачено наше сосуществование братское какими-то проблемами? Да, я тоже надеюсь на это, что не будет там никаких проблем с этим. Но границы между 2 республиками не были определены, разграничение было отложено. И вот мы недавно посетили со стороны Ингушетии, зашли мы на территорию Тиеч-Эхк, обследовали там свои башенные комплексы, провели межевание башенных комплексов, поехали дальше в Мерджи, общество Мерджи. Там у нас находится 6 наскальных башен. Зафиксировали, провели технические работы, фотофиксация, видеосъемка. Поехали дальше Мужген, Хавхарой и до конечного, ну там уже дороги нету больше автомобильной, до Ялхароя доехали. Там тоже провели свои работы. Вернулись в Грозный, хотели те работы уже тут в жизнь превратить. Получается накладка. Сказано, говорят нам, что ингушская сторона провела межевание. А этого не должно было быть. Граница испокон проходила по руслу реки Фортанга. И
ингушская сторона не согласовывалась с нашей кадастровой палатой, с нашим парламентом или с кем-либо в одностороннем порядке, оказывается, провели там межевание. И, скорее всего, это межевание проведено сидя за столом. Скорее всего, была создана фирма-однодневка, которая провела эти работы и не выезжая на место. Да, ее ликвидировали, убрали. Так как мы нигде не можем найти данных этой фирмы. Эта территория 18 тысяч гектаров, огромная территория. Это, во-первых, очень богатый, так скажем, участок для нашего Министерства природного ресурса. Это очень богатый край, очень вековой лес там стоит. Граб, бук, липа, дуб. Лесные угодья очень богатые. И помимо этого, с нашей стороны, со стороны Министерства культуры, там очень много памятников исторических. И вот теперь в тайне, не ставя нашу сторону в известность, проведена в одностороннем порядке проведено межевание. Ну, да, там тоже разберутся в ближайшее время, я так думаю. Уже Рамзан Ахматович уделил этому вопросу внимание. Политики подключились. Да, подключили и политики, и парламент, и глава республики в курсе этого дела. Вот вы сказали, граб, бук растет, липа растет. А вы можете, действительно, это же природный заповедник, о флоре и фауне, хоть вкратце. Ну, во-первых, у нас... Вы говорили, какие-то необыкновенные липы там растут. Ну да, это на территории общества Ношха есть такое урочище Мушичу. Я побывал на этой территории, там очень, 20 человеческих обхвата липы растут. И огромная территория, километрами. И года 2 назад мы... По обхватам можно установить, сколько возраст липы? Ну, вот так. Ну, хоть приблизительно, я не говорю, там, что... От 100 лет, как минимум. Вот, например, каждое лето Галанчевский район по дороге выставляются пасеки, выезжают пасечники, пчеловоды. И я сам тоже этим занимаюсь, я сам пасечник. Я в курсе того, что липа очень хороший медонос, но вот эффективный, самый такой эффективный выброс нектара у липы происходит где-то около за 80 лет, когда я Если дереву, ей. Да, когда дереву за 80 лет, под 100 лет. А эти липы, мы их включили в памятник природы, как я уже сказал, 20 человеческих обхвата, и территория такая обширная, несколько гектаров. Это памятник природы. Ну, если говорить за памятники природы на территории Галанчевского района, у нас у Рыжикова еще в советские времена вышел путеводитель по Чечне и Ингушетии. И там у него упоминались 2 водопада. Это Вашандаройский и Харачойский, девичья коса. Это тоже не очень большие водопады. Вашандаройский где-то около 12 метров, небольшой. Ну и если человек возьмет и прочитает этот путеводитель, у него сложится мнение, что в республике у нас всего 2 водопада. Так, и продолжение каково? Ну, я сам лично, меня самого заинтересовала эта тема, и я сам лично проводил замеры где-то на около 50 водопадов. У нас есть водопады высотой 100 метров, это Бук-Казинский. За 50 метров много водопадов у нас. Тумсойский водопад очень красивый. Нохшкалойский водопад очень красивый. И вот этим, это уже осенью, в сентябре месяце, мы совершили такой марш-бросок по ущелью реки Дихинка, что течет с Эхка, с общества Эхка. Она берет начало своего подножия горы Хахальги, это 3030 метров на территории Акинского общества. И вот мы по руслу этого реки прошли. Где-то от истока, если пройти где-то километр 5-6, она входит в такое тесное каменистое ущелье Дойничу. И нам сказали, что по этому ущелью невозможно просто пройти, что по нему не ходили люди. Но это нас заинтриговало, и мы решили попробовать. И действительно, скажу, очень трудный, тяжелый переход у нас был, но это того стоило.
то, что я там увидел, я еще пока не видел нигде. Очень красивое, живописное. Бывает, ты идешь метров 100, и ты небо не видишь. Это было утром, когда мы вошли в это ущелье. А в том ущелье, как будто ты в ночи, как будто ты не видишь небо, там вообще не попадает лучи солнца, там темно. Ну, водопадов по этому руслу реки очень много. Самый высокий водопад около 20 метров. И вот река Гихи, что из Эхка течет, и водопады, которые находятся на этой Гихинке, берут тем, что вода очень, водопады полноводные, очень большой водоток. Вот, например, Нихолойские водопады, они красивые, но там воды очень мало бывает, водотока мало. И вот Ниагарский водопад, если, к примеру, взять, он очень не ах ты большой, высокий, за 50 метров, около 50, но берет тем, что очень мощный водоток. И вот на Гихинке тоже водопады 15, 10, 20-метровые, но водоток очень большой и очень красивый. Ущелье само красивое, очень красивые места. Да, весной мы планируем пройтись по этому ущелью с оператором, вот, заснять все это дело и показать телезрителям. Да, мы будем с нетерпением ожидать эту экспедицию. С нетерпением. Вот смотрите, у нас вот город, например, сердце Чечни, мечеть. Ну, действительно, это центр энергетический, моральный, духовный. А если брать чеченские земли, районы, земли обществ, вот есть аналог сердцу Чечни, вот где чеченскость, она как бы вот собрана в одном этом аккумуляторе. Ваше субъективное мнение, мы же не говорим, что надо прям... Мнение, я сейчас выражу свое мнение, и оно будет принять не только мне. Этого придерживаются многие наши историки, ученые. И я хочу сказать, за общество Нашха, которое является общепризнанной прародиной чеченского народа. Все коренные чеченские тайпы являются выходцами из этого общества. На Нашхинском котле, который был... Ну, например, несколько тейпов назовите, самые-самые. Ну, все не назовете, ну все равно вот. Нохшмахкоевские тейпы, все выходцы оттуда. Вединские, можно сказать, все выходцы оттуда. Ну, если называть Белготой, Биеной, Гендергной, Эрсной, Сесной, Садвай, достаточно, вам спасибо. Много да. их. Продолжайте. Около 66 тайпов являются выходцами из этого общества нашего. Это сейчас подтверждается ДНК-анализами. А это проводится? Да, проводится. Это очень-очень интересно. Но смотрите, вот вопрос такой. Природные и историко-архитектурные объекты. Вот, допустим, за что-то у вас лично, опять же, сейчас сердце болит, душа болит, что нуждается в срочном вмешательстве республики, археологов, реставраторов? В общем, что ждет помощи человека? Мое мнение, в первую очередь, надо устанавливать точно датировки. Как башен, так и захоронений. Это путем проведения анализов. У нас, например, на башенном комплексе именем Исаева, Хусейнов в Акоче стоят датировки 16, 18, 19 века. Это не соответствует действительности. Жилые башни начали датироваться, ну, есть и более ранние, и более поздние. Так называемая циклопическая постройка есть. Они датируются как минимум 1800, 2000, за 2000 лет, жилые башни. Боевые башни сравнительно моложе. Они вот, боевые башни начали строиться намного позже. И вот промежуточным звеном, еще это Марковин в свое время определил, между боевой и жилой является полубоевые башни. Их тоже очень много у нас. Как? Полубоевая башня. Полубоевая, да. Но в первую очередь они, вот эти наши захоронения, нуждаются, в первую очередь надо провести экспертизы, чтобы установить датировки, чтобы мы могли говорить уверенно, не предполагая, не твердо говорить, что вот тогда-то, тогда-то, тогда-то было построено, лежат. И вот
эти исторические памятники, если взять башни, вот, например, у нас в ходе этих двух военных кампаний, особенно в ходе второй военной кампании, очень много башен и комплексов пострадало. Вот я хотел спросить, а мы многое потеряли за это Очень десятилетие многое. трагическое? Очень многое. У вас часто глагол «была», «был», «была», «был» выходит что-то уже безвозвратно мы? Например, если брать старые фотографии, это в первую очередь фотографии Пальмина. Он ходил везде по горам и Галанчожи, и Чеберлои, везде 70-е годы, 75-й, 76-й, 77-й. Если взять его, эти черно-белые фотографии, и сравнивать с теперешней ситуацией, вот возьмем, например, хутор Терти в Алхистах. 6 полубоевых башен, и посередине стоит боевая башня. У него на фотографии. Это 77-й год. Самое такое мощное на нашей памяти землетрясение было в 76 году. Так. А этот башенный комплекс он снимал после землетрясения в 77 году. Все башни в целости и сохранности стоят. Это к вопросу о качестве. О качестве и вот о И о количестве. И количестве, о сохранности, да. Вот с началом второй военной кампании вот этот хутор Терти был стер с лица земли. Там 2 полуразрушенные башни, полубоевые, остались от этого комплекса. Все разбито, ничего не осталось, это только камни. Хайбарская боевая башня ради прихоти летчика была расстреляна. По боевой башне был нанесен авиаракетный удар. Башня в очень плачевном состоянии. Это уникальнейшая башня с арочным сводом, имеет историю где-то 500-550 лет. Это еще Полтысячи лет. Полтысячи лет, да. Она относится более к поздним. Более поздние они были уже доведены до совершенства. Идеальной формы, ступенчатая пирамидальная кровля была увеличена. Вот, боевые башни имеют форму, крышу, ступенчатую пирамидальную кровлю. Самые древние имеют 7 ступенек. А эти, Никоройская, Муцеройская, что Терлое, Хайбарская, это несколько башен имели 15 ступенек кровли. Это уже на территории Чечни самые последние. И строительство боевых башен, говорят, было прекращено с появлением пороха, с появлением огнестрельного оружия, так как эти башни могли защитить там могли обороняться несколько человек, сдерживая целую армию. Это в те времена, когда оружие было луки, стрелы и копья. А с появлением огнестрельного оружия они можно было легко разбить башни, захватить. Поэтому строительство башен было приостановлено с появлением пороха. Вот немедленного вмешательства сейчас на данный момент просят такие комплексы, как вот Хайбарский комплекс. В Галанчоже есть очень Акбас, это духовный центр галайцев, очень красивый комплекс, там 7 башен стоят. Вы сказали духовный центр. Духовный центр галайцев. Очень много вот таких башен, которые можно сейчас восстановить, но если пройдут года, уже все. Уже с нуля надо будет строить, если строить. Сейчас есть еще возможность восстановить, реставрировать. И вот мы подготовили документы и подали список тех, где-то порядка нескольких десятков башен на восстановление. Через Минкульт мы хотим, Министерство культуры мы хотим это сделать. Известно, что вот, в последнее время восстанавливаются башенные комплексы. Например, Ушкалойская, Нихолойская, Сеттойская башни были восстановлены. А вот в Галанчевском районе еще вот такие мечети, как я сказал, восстановили. Вот, единичные случаи. Вот Хайбарская, то это, я думаю, ее надо восстановить не таким частным способом, как меценат там какой-нибудь, или он нанял там каменщиков. Там вы знаете, работать, я вас понимаю, что там вы должны имеете работать в виду. высококвалифицированные реставраторы. Вот, восстанавливать эти башни должны вот такие специалисты. Кизар, если бы я вам задал вопрос, вот ваши планы на 2018 год, вы бы то же самое повторили? Или, допустим, есть какая-то программа минимум, вот, программа максимум, минимум 2018 год, и там добавится что-то?
Вот что вы себе запланировали, задачи, какие цели должны быть достигнуты в 2018 году? В 2018 году, если нам удастся, то это очень хорошо. У нас, я как сказал, чисто только по Галанчожу около 200 памятников, которые идут сейчас как вновь выявленные. Работы с нашей стороны мы все провели, технические там, замеры, там, фотофиксации. Вот на них надо подготовить документацию и всячески надо сделать все, чтобы их включили в Госреестр памятников Чеченской Республики. И еще мое желание, я хотел бы выразить свое желание насчет названия заповедника. Аргунский музей-заповедник, Аргунский историк-архитектор. Я думаю, это изначально, когда планировалось 3 заповедника, Аргунский правильное название. Но сейчас я думаю, что Аргунский историко-архитектурный и природный музей-заповедник должен иметь название не Аргунский, а Чеченский государственный. Вот, типа, но Чеченский заповедник должен быть. Я так думаю, это мое мнение. Люди не всегда понимают, когда ты говоришь, что Аргунский музей-заповедник. У нас же львиная доля, скажем так, исторических памятников приходится не на Аргунское ущелье, а вот на Галанчож, Чебарлой, вот, на боковые ответвления от Аргунского ущелья. Логика, причем очень основательная, в ваших словах есть. Я думаю, до кого это должно дойти, это дойдет и вас поддержат вот в этом вашем желании. И вы знаете, вот что я хотел вам сказать. Всегда работа, допустим, организации какой-то, заповедника, музея зависит от кадрового состава. Вот скажите, кадровая политика, кого вы набираете, кто у вас есть. Расскажите о людях, которые хранят, сохраняют, которые исследуют. Во-первых, хотелось бы сказать за Саратова Саида. Саратов Саид – это человек, который, можно сказать, заложил основы музея-заповедника нашего. Это был фанатично преданный своему делу человек. Дай Бог ему здоровья, ему сейчас не здоровится. И вот сейчас у нас директором является Саид Амин Джабраилов. Он тоже фанатично преданный этому делу человек, очень знающий, хороший специалист, географ по образованию. Сейчас в ближайшее время должен защитить кандидатскую. Очень хороший специалист, фанатично предан этому делу. Набираем людей, стараемся набрать людей. Во-первых, у нас вот, научные сотрудники, туда люди должны быть как минимум с высшим образованием. Ну, стараемся набирать туда людей, по возможности, с историческим образованием. Но госинспектора у нас есть. Госинспектора, большая часть госинспекторов тоже у нас имеет высшее образование и как минимум среднетехническое образование имеют. Госинспектор желательно человек, который непосредственно живет там, в горах, знает свой участок, как свои 5 пальцев. Человек, живущий в городе, если мы его возьмем на должность госинспектора и впервые поехавший, говорит, что он может сделать, ничего не зная, на то, что обучить его, познакомить его со своим участком, у нас пройдут годы. Зачем? Лучше набрать человека, который непосредственно знает свою территорию, который живет там, бывал там, ходит туда, пусть даже и не с высшим образованием. Но человек, знающий свою территорию, да, он должен знать, что, где бывать, абсолютно ходить, любить согласен. все это дело. Наверное, высшее образование это действительно это необходимый компонент, но все-таки определять должны душевные качества, любовь к родной истории, традициям, обычаям, башенным комплексам, башням, к своей природе, к пчелке, которая летает там где-нибудь в альпийских лугах, к цветку. Ну, вы мне вначале задали вопрос про животный мир, вы тоже интересовались. Ну да, я же вам сказал, флора и фауна нам флора очень и фауна, интересна. Да. На территории заповедника животный мир очень богат и разнообразен. Некоторые специалисты, которые, сидя в кабинетах, составляя всякие там красные книги, которые ни разу не были в горах, после того, как читаешь их труды, ты диву даешься, откуда они взяли. Вот, например, про серну, дикая коза, разновидность дикой козы серна. В Красной книге по Чеченской Республике написано, что их там пару сотен особей где-то в районе Майста.
Их очень много везде, в горах. В Галанчожье, в Нышхе, в Экке, в Мелхисте, в Терлое, куда только не поедешь, везде можно встретить серну. Водятся в больших количествах безааровые козлы, есть туры. Я хотел спросить, а туры есть? Есть очень много, но туры, так же как и безуары, любят высокогорье. Я помню наш краеведческий музей, где был изображен тур как раз на вершине горы. Туров много, но туры обитают в таких труднодоступных местах, но высокогорье. Вот, например, Нышха, Эка, это Среднегорье. Там самые высокие горы, вот, например, в Хахальге это 3000 метров. А туры любят, туры безуары любят от 3000 метров и выше, скалистые участки, да. Хильдихарое, Майстах, Мелхистах, там их можно встретить. Очень много. Я даже прямо сидя в машине снимал, фоткал их, снимал на видеокамеру, бегают по горам. Очень много медведей. Медведей развелось очень много. Например, Галанчож. Сейчас туда очень много людей ездят, и как бы они... Ну, такое обилие, как раньше, нету. Вот раньше, год назад, 2 года назад, ну, а когда мы пешком ходили, тем более, один поход, ну, на несколько дней, на пару дней, если мы поход, мы, как правило, видели 10, 12, 15 медведей. И на очень близком расстоянии видели. Все это у нас получалось заснять и на фотоаппарат, и на видеокамеру. Медведей много, косуль много, рысы водятся, рыси много. Барсуки там. А барс, допустим. Потому что когда-то, опять же, я не знаю, это легенда или миф, но со мной в одном образовательном учреждении работала женщина взрослая, которая видела последнего убитого в горах Чечни барса, если это не выдумка какая-то. Я сам не видел, но точно так же, питаясь слухами, домыслами, там, всякими рассказами, не знаю, насколько там истинная, да. Говорят, что видели, есть такие люди, которые я снимал, я видел, я слышал их рассказы, но я сам не видел. Барса я не видел. Барсы водятся в субальпийской зоне высокогорье. Это где-то районы Майста, Хильдихароя, ближе к Тибулосу-Та, Диклосу-Та, Доносу-Та, вот ближе к этим Просто горам. я спросил, потому что вот чеченские песни, или там наряду с волком и барс тоже действует. Но вот волк, если я знаю, волк, вот он есть волк, а барс, допустим... Ну, скорее всего, их раньше было много. Поистребляли человек. Это самый большой хищник. К сожалению, ну что поделаешь, да. Вот и еще один из заключительных вопросов. Вот вы сказали, что некоторые путеводители, то есть некоторая информация, она, ну, может быть, не соответствует действительности. А вы сами, допустим, издаете буклеты, журналы, какие-то рекламные проспекты вот, Аргунского заповедника, районов горных Чечни, чтобы донести до читателя, допустим, верную информацию, правильную информацию, и чтобы поток, ну, туристов, гостей все увеличивался. К сожалению, мы не издаем буклеты, журналы. А что не позволяет? Очень ограниченные финансовые средства. Бывает очень часто, не часто, постоянно, можно сказать, мы даже в экспедиции уезжаем чисто на свои деньги. Вот у нас вопрос о госинспекторах зашел. Мизерные зарплаты у людей. Если за этой зарплатой не стоит фанатическая любовь к горам, к родным местам, люди вообще не будут там работать. То есть любовь на первом месте, обязательно. К чеченскому небу, горам. Да. Без этого фанатизма люди вообще не ходили, не шли бы сюда работать. Мизерные зарплаты, 9, 10, 12 тысяч зарплаты у госинспекторов. Это люди, которые постоянно ходят по горам, все фиксируют, снимают все это, наблюдают за этим. Вот такие дела. Если это может как-то компенсировать, то всем вашим сотрудникам действительно искреннее спасибо и низкий поклон за то, что они делают. И от всех наших телезрителей пожелания огромной зарплаты, бюджетных вливаний и вообще счастья
удачи. Хизяр, Спасибо большое. вы знаете, у нас, к сожалению, вот вопросов много, а временем мы ограничены. Но у вас есть еще 60 секунд. Вы можете обратиться к коллегам, к жителям республики, к вашим друзьям, профессионалам. Это ваши 60 секунд и в свободном полете. Все, что хотите. Хотелось бы сказать туристам несколько слов. Вот последний год-два проложили дорогу до Галанчожи, до озера Галанчоз через территорию Нашха. И очень много, особенно в субботу и воскресенье, выезжает туда много людей. Бывает очень много порядочных, которые приводят с собой эти целлофановые пакетики и весь мусор забирают. Но бывают такие, которые все это оставляют, выбрасывают прямо из машин на дорогу бутылки, банки. Вот хотелось бы сказать, оставляйте эти места, эти горы такими, какими они были до вашего приезда, чистыми. Соблюдайте, пожалуйста, чистоту, не сорите. Это уникальные места. Природа, вот нынешние обертки, там эти тару, никак не может ни переварить, оно будет лежать 100-200 лет, не будет портиться. Поэтому лучше не сорить, сохранять все в чистоте, убирать за собой. Не оставляйте, пожалуйста, надписи на башнях, на склепах. Все, что там надо было написать, наши предки оставили, сделали, пожалуйста, оставляйте их в таком виде. Не оставляйте свои автографы, свои данные там на этих башнях, на этих камнях. Вам спасибо за эти слова, особое вам спасибо. А вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях был Хизар Яхьяев, заведующий отдела природы и охраны объектов культурного наследия Аргунского историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Вам огромное спасибо и до свидания, до встречи.